Все краски Ингушетии, ее музеи, галереи, ремесла, отели, конечно, уникальная природа. Представлены на выставке «Инг-Экспо-тур» в Назране. Как говорят организаторы, отдых в Ингушетии набирает популярность за счет развития программ активного туризма и оздоровления. Репортаж Андрея Чистякова. Мужчины можете тоже подходить, которых в попахах. Можно одного хоть. Пойдемте. Сотни фотографий, десятки диалогов с местными жителями и огромный заряд особой кавказской атмосферой. Впервые региональный туристический форум принимает делегации предпринимателей со всей страны. Конечно же, всегда считаем, когда все закончится, да? Но вот это гостеприимство кавказское, оно настолько искреннее, настолько душевное, настолько вот прямо вот обволакивает. Влюбить туристов в здешнюю красоту, где-то и полезную для здоровья, республика только пробует. Масштабных проектов немного, но ежегодно в здешнее ущелье приезжает до 500 тысяч любителей экстрима. Стенды с уникальными сувенирами, высокогорным чаем, медом – лишь малая часть того, чем может увлечь туриста Ингушетии. Каждая экспозиция обязательно содержит 3 основных направления, словно 3 башни, с которых и начиналась древняя история ингушей. Экология, качество, доступность по ценам и круглосуточное применение по всем направлениям. Себя показать и на других посмотреть можно будет целых 2 дня. Программа форума довольно насыщена. Это наши юбилейные. Да, это наши юбилейные монеты. Приезжих, туристов, конечно, это очень привлекает, нравится им. У стенда с лыжным инвентарем теснее всего молодой горнолыжный курорт Арамхи, что в Джейрасской теснине еще только делает первые робкие шаги. Не отстают от него и республиканские кулинары. Здоровая пища и рецепты от местных долгожителей. Поверьте, говорят всем туристам здешние горцы, в республике есть что посмотреть и не только в ущельях. Например, экскурсия по новым проспектам республиканской столицы на таком вот велотакси уж точно останется незабываемой. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Ингушетии.